«25 августа в Токио стартуют 16-е Паралимпийские летние игры. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Сотни российских атлетов сейчас тоже проходят квалификации, чтобы вступить в борьбу за награды самой высокой пробы. Правда, в конце прошлого года Всемирное антидопинговое агентство вновь предъявило свои претензии РУСАДА. И теперь статус и участие российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх вновь под вопросом. Напомним, что из-за санкций наши атлеты с ограниченными возможностями не принимали участие в играх в Рио в 2016 году. Для многих это стало настоящей трагедией. Как ситуация обстоит в этом году? Какие проблемы, а также какие успехи есть в паралимпийском движении нашей страны? Об этом мы спросили у первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. Павел Алексеевич, хочется начать наш разговор, наверное, с самой актуальной повестки. Это игры в Токио 2020, летняя Олимпиада и Паралимпиада. И, конечно же, всех интересует вопрос, поедут ли туда наши паралимпийцы, потому что мы все знаем опыт Рио, когда нашу сборную туда не пустили. Расскажите для начала, что происходит в этой сфере. Знаете, наши спортсмены процесс подготовки не прерывают. Паралимпийский комитет России уверен, что наши ребята будут выступать. С флагом, без флага, но выступать будут. Для ребят это очень важно, тем более они действительно пропустили Паралимпийские игры в Рио, пропустили незаслуженно. Прошло 3 года, до сих пор каких-то внятных обвинений в адрес Паралимпийского комитета, в адрес паралимпийских наших спортсменов в принципе не поступало. То есть стали ребята наши заложниками политической ситуации. Сейчас, к сожалению, возникла очередная проблема, риски. Но мы уверены, что в том или ином качестве ребята будут выступать. Поэтому процесс подготовки мы не прерываем. Ребята очень неплохо сейчас проходят все отборочные классификационные соревнования. На сегодня порядка уже лицензия завоевала более 100 спортсменов. Мы надеемся, что к окончанию квалификационного периода, это где-то май-июнь, порядка 280 лицензий наши ребята завоюют. И наша команда будет, предполагать, наша делегация будет состоять порядка из 500 человек. То есть так большая, мощная, одна из таких мощных больших делегаций. Хочется еще задать такой вопрос, как попадают в сборную спортсмены? Отбор проходит так, как и в спорте высших достижений. Ребята сначала участвуют на соревнованиях на местном уровне, выигрывают чемпионаты республик в составе своих сбор команд республик, выступают на чемпионате России, успешно выступив, завоевав призовые места, они попадают в состав сборной команды страны. После того, как они попали в состав сборной команды страны, они начинают участвовать в разных международных квалификационных соревнованиях, в том числе чемпионат мира, Европы, Паралимпийских игр. И попадают они таким образом в состав сборной команды. Они должны отвечать определенным требованиям, связанные с инвалидностью, то есть когда их распределяют по классам, они должны подтверждать свой уровень спортивного мастерства на международных соревнованиях. Это рейтинги Международного паралимпийского комитета России. И, естественно, должны соответствующим образом себе позиционировать в целом составе сборной команды страны. Можно ли говорить, что паралимпийское движение, оно развивается в последние годы все больше и больше? И причем не только у нас в стране, но и в других странах. Потому что, если честно, может быть, 15 лет назад, многие, наверное, даже не слышали, что такие соревнования проводятся. Вы знаете, очень значимо послужила победа наших паралимпийцев, впервые победа на зимних Паралимпийских играх 2006 года в Ванкувере, когда наши ребята впервые выиграли первое место. Ребят встречал президент Российской Федерации. Значит, по всем преференциям, которые сегодня, разница между олимпийским и паралимпийским спортом была пропасть по всем преференциям, она была убрана. Сегодня также наши ребята, паралимпийцы, как и олимпийцы, получают такие же премиальные за выступления на паралимпийских играх, как и на Олимпийских играх, на чемпионат мира, Европы. Они также очень красиво экипируются, причем, чтобы выступать на на спортивном соревновании, требуется, чтобы было спортивное снаряжение, отвечающее самым высоким требованиям, самые лучшие марки, которые есть. Они также
проходят все необходимые учебно-тренировочные сборы, это все финансирует сегодня государство. Но самое главное, то, что за последние 10-15 лет произошло, что государство на самом деле обратило внимание на развитие адаптивного спорта на местном уровне. Стали создаваться спортивные школы адаптивной направленности, стали проводиться соревнования, стал изготавливаться инвентарь для занятий людей с ограниченной возможностью здоровья. То есть вот это, наверное, сегодня главное. Более того, принято целый ряд преференций для тех субъектов Российской Федерации, которые сегодня развивают паралимпийский спорт. В частности, есть программа «Доступная среда», которая, благодаря участию в этой программе, те территории, которые успешно занимаются и реально усилия прикладывают к развитию паралимпийского спорта, адаптивного спорта, им выделяются дополнительные субсидии из федерального бюджета. И по линии программ «Доступная среда», по линии Министерства спорта Российской Федерации по созданию условий. Если продолжать разговор о регионах нашей страны, не могли бы вы сказать, как там сегодня обстоит ситуация с развитием паралимпийского спорта? И вот в Якутии, как вы оцениваете? Вы знаете, все достижения наших паралимпийцев последних лет на мировой арене, на паралимпийских играх, я уже сказал, что впервые в Ванкувере мы выиграли паралимпийские игры, до этого выше 5-го места не поднимались. По летним видам спорта еле-еле входили в двадцатку, сейчас мы вместе с китайцами разделяем второе место. И вот то, что результаты есть, первые результаты были за счет того, что упорядочили работу на уровне сборных команд страны, а дальнейшие шаги так только благодаря, опять же, поддержке, усилиям наших регионов. Потому что непосредственно там находятся наши спортсмены, там созданы спортивные школы, там есть тренеры с кадры, созданы центры паралимпийской подготовки. Практически во многих регионах есть федерации по видам спорта инвалидов, которые активно занимаются развитием спорта, региональное отделение Паралимпийского комитета, в том числе и в Саха-Якутии был неоднократно, собственными глазами видел, какие условия создаются для занятий людей с ограниченной возможностью здоровья, и очень благодарны о том, что республика много занимается. У нас очень хорошо работает наше региональное отделение во главе с Дегтяревым Николаем Николаевичем. Он уже давно работает. Значит, до него был Пахомов Александр Алексеевич. Он же был и в статусе первого заместителя председателя правительства Александр Алексеевич, полпреда здесь, в Якутии, в Москве. Он один из первых руководителей регионального отделения Якутии. При нем появился и Балынец, Артахинова, и Диадорова. Это во времена Александра Алексеевича. Много делает Министерство спорта Якутии. Колоссальную работу проделал Гуляев Михаил Дмитриевич, бывший руководитель, новый руководитель, он из этой же команды, продолжает эти славные традиции. Мы, в общем-то, здесь на уровне нашего Паралимпийского комитета России очень довольны, что делается в республике. А можно ли выделить какой-то вид спорта, адаптивный, который присущ именно нашей республике? Как это? Мастар, да? Мастар, да? Мастар, да. Наверное, потому что это чисто якутское изобретение. Я думаю, что назрело время. Но сейчас уже тоже уже то же самое, его тоже сделать паралимпийский вид спорта. То есть надо совместно об этом надо подумать. А так, конечно, если по тем звездам, которые есть сегодня в Якутии, мы можем определяюще говорить, что это пауэрлифтинг, то, что представляет Владимир Балынец, который в те сложные времена, когда были санкции Паралимпийского комитета, не мог выступать на международной арене среди людей с ограниченной возможностью здоровья. Он выступал, в прошлом году выступил среди здоровых, выиграл среди здоровых все первые места. А в этом году, когда допустили, он повторил уже у паралимпийцев. И не случайно он был одним из таких реальных кандидатов на называемой премии Минспорта «Преодоление». И на сегодня российские журналисты подводили итог определяли лучших спортсменов прошлого года и назвали Балынца.
Вот мы сегодня много говорили об успехах в паралимпийском движении в нашей стране, но все-таки, наверное, стоит и затронуть проблемные вопросы. Какие вот есть проблемы? Вы знаете, когда в стране десятилетиями не признавалось то, что у нас в стране есть инвалиды, это еще с Олимпиады 80, помните, тогда впервые, наверное, сразу после Олимпийских игр не проводились Паралимпийские игры, потому что тогда руководство страны заявляло, что у нас нет не только секса, у нас нет инвалидов, поэтому нет смысла проводить. Конечно, за многие эти годы накопилось огромное количество проблем, и для того, чтобы их решить, конечно, вот одним десятилетием их не закроешь. Это касается и создания материальной и технической базы, чтобы все спортивные сооружения были адаптированы. Если сейчас новые спортивные сооружения все строятся с обязательными требованиями, чтобы они были адаптированы для людей с ограниченной возможностью здоровья, то, что касается, допустим, старых, их очень тяжело адаптировать. Потому что легче заново построить, чем, допустим, эти проемы расширить, пандусы там построить, места общего пользования, туалеты там приспособить. То есть есть это проблемы, и не все равноценные сегодня субъекты Российской Федерации, особенно те дотационные, которые, конечно, сложно найти лишние деньги дополнительные для того, чтобы это сделать. Конечно, не хватает еще и тренерских кадров, потому что они должны, тренерские кадры, специалисты даже не только по образованию должны быть этим заниматься, они это соответствующая категория людей, которые должны все-таки чувствовать этих ребят и уметь с ними, в общем-то, работать. Это изготовление, значит, специального инвентаря для занятия юношеским спортом. Если мы для сборных команд сегодня понимаем, что и государство выделяет финансовые средства, что мы покупали самый суперсовременный инвентарь, но для массового пользования, конечно, это еще большая проблема. Не все предприятия заточены, чтобы инвентарь был надежный и качественный, в то же время и была соответствующая цена, чтобы ребята с ограниченной возможностью здоровья могли заниматься, да и взрослые, которые не занимаются высшим спортом. Павел Алексеевич, спасибо вам за интересный разговор. Спасибо. Спасибо. Всегда желаю нашим якутским спортсменам успешно выступить на Паралимпийских играх. Мы за них болеем, готовимся вместе с ними. Они в составе нашей команды. Я думаю, что пройдут хорошую подготовку и, дай бог, удачно выступят. Спасибо.